В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Кадровые изменения в конце 2021-го. Глава Якутии назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева. 30-летний юбилей – большая дата для организации. Комитет солдатских матерей отмечает круглую дату со дня основания. О вкусной и здоровой пище в Нерюнгринском районе состоялась презентация кулинарной книги. Расскажем об этом более подробно. Глава Якутии Айсен Николаев назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева. Сегодня его представили перед коллективом Минэкологии. Евгений Перфильев окончил в 2005 году Якутский государственный университет по специальности преподаватель географии. В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в Институте непрерывного образования со специальностью государственное и муниципальное управление. Перфильев проработал в системе гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, возглавлял объединенную гидрометеорологическую станцию «Якутск», работал в Минэкологии региона и в последнее время возглавлял контрольный комитет Илтумена. Чиновник поделился с дальнейшими планами работы. Наши дальнейшие планы вчера озвучил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. В своем послании он очень большое внимание уделил вопросам экологии. По этому посланию у нас будет разработана отдельная программа от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И реализация этого послания будет в ближайшее время. Там очень сильное внимание уделено, большое внимание уделено, конечно же, природным лесным пожарам, также лесовосстановлению. Это одни из основных направлений. Из года испытаний переходим в год развития, резюмирует глава Якутии в своем послании. 2022 год в республике назван Годом Матери. Об этом в ходе ежегодного послания Государственному собранию заявил глава республики Айсен Николаев. Многодетным матерям будут оказаны беспрецедентные меры поддержки. Семьи, в которых воспитывается более 5 детей, освободят от налога на имущество. Также за каждого рожденного в Якутии ребенка в 2022 году выплатят 100 тысяч рублей. Кроме того, Айсен Николаев уделил особое внимание сельхозпроизводству. Так, на будущий год в сфере сельского хозяйства на поддержку деятельности выделено около 12 миллиардов рублей. Конечно, что я хочу отметить для себя важного, что было озвучено в послании главы республики. В первую очередь, это особое внимание нашему селу. Начиная с того, что уже в бюджете трехлетки заложены неплохие суммы для развития нашего сельскохозяйственного производства. Это в объеме 12 миллиардов рублей, которое пойдет именно на развитие сельхозпроизводства. И я надеюсь, что будут созданы в сельской местности дополнительные рабочие места, будет создана система заготовки, сбыт местной продукции. И, конечно, это увеличит доходы местных жителей. Особое внимание глава республики уделил также социальным контрактам и уже обозначил увеличение тех размеров, которые уже в 2022 году будут выплачиваться нашим селянам. В Чурапчинском районе в связи с предстоящими новогодними праздниками сотрудники поджарного надзора и полиции проводят ежегодную операцию «Жилище». Этот рейд будет проводиться с начала декабря до окончания праздничных выходных. Его цель – предупреждение возникновения пожаров в жилом секторе, проведение комплекса превентивных мер по недопущению пожаров в местах проживания людей, минимизация материальных и социальных потерь, повышение уровня обученности населения, действиям по профилактике и тушению возгораний. Также организованы профилактические группы для проверки состояния домов, где проживают неблагополучные семьи и лица, состоящие на учете. Мы проводим профилактические мероприятия именно в жилом секторе. По анализу в этом году количество техногенных и природных пожаров всего составляет зарегистрировано 25 пожаров, а в прошлом году всего зарегистрировано 74 пожара. В связи с предстоящими новогодними праздниками, дорогие граждане, будьте бдительны, соблюдайте требования пожарной безопасности. Перейдем к эпидситуации в республике. На 16 декабря в регионе выявлено 188 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксирован 71 случай, 26 заболевших в Нерюнгринском районе, 18 в Алданском, 13 в Мирнинском, 11 в Сунтарском. Еще в 11 районах Якутии выявлено от 1 до 9 случаев заражения COVID-19.
Тампонском районе прививку от COVID-19 получили 6622 человека, что составляет свыше 70% населения от плана вакцинации. Чтобы прививочная кампания была еще более всеобъемлющей, пункты вакцинации, организованные в центральных участковых больницах, работают без выходных. Далее расскажут наши коллеги. В районе для стабилизации ситуации с количеством заболевшего населения необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% взрослого населения, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных не более 6 месяцев назад. Большая часть стационарных больных коронавирусной инфекцией – это жители райцентра. Риск заражения повышается с открытием зимника, ведь через Хандыгу пролегает Магаданская трасса. В настоящее время в ковидном отделении Тампонской СРВ находится 12 человек COVID-19. Из них 3 в палате интенсивной терапии, все в тяжелом состоянии. В провизорном отделении находится 3 больных, которые COVID не подтвержденные. Старше 60 лет находится 6 человек. В амбулаторном лечении находится 33 человека, из них 21 дети. В Тампонском районе 3258 жителей привиты вакциной ГАМ-ковид-ВАК, 2063 ЭПИВАК и 1301 человек спутник Лайтом. Онкологических заболеваний нет, да? Нет. Инфекционных заболеваний нет. Других хронических заболеваний какие нет? На сегодняшний день полную двухкомпонентную вакцинацию прошли 5620 человек и уже 1228 человек ревакцинированы. До конца года получено 6700 вакцин. Ожидается новая партия. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Комитет солдатских матерей отмечает 30-летний юбилей. Одна из самых крупных общественных организаций республики была создана в 1991 году. С тех пор комитет занимается просветительской и правовой деятельностью в сфере защиты прав призывников, военнослужащих и их родителей. За 30 лет объединением проделана огромная работа. Самые непростые времена для комитета приходились на 94-96 годы. Именно тогда проходила первая кампания Чеченской войны. Сейчас общественники бывают в военных частях, встречаются с солдатами, проводят круглые столы, устанавливают связи с военным руководством. С 91 года работаем. В то время была неразбериха, развал Советского Союза. Из-за этого на русском острове ребята погибали от истощения. Это было такое. Ага. Потом как-то прошло несколько лет, и началась в декабре 94 года Чеченская война. В нашей республике воевали очень многие ребята. И вот ребята приехали, отслужили, демобилизовались, они отучились, поженились, у них родились сыновья. Сейчас их сыновья идут на службу. Вот столько долго мы в этом комитете. Но мы работаем, не унываем, помогаем ребятам. Вот все фотографии рассказывают, вот наши дороги, наши пути. В Якутии проходит региональный конкурс WorldSkills, который проводится и в Верхневилюйском техникуме. Всего участвуют 10 команд. Учащиеся школы и техникумов приехали из разных районов нашей республики. Подробности в следующем сюжете. В Верхневилюйский техникум на региональный конкурс WorldSkills по компетенции спасательной работы приехали участники из разных районов нашей республики. К подготовке соревнований из города Москва приехал сертифицированный эксперт Александр Юрьевич Писаревский. Техникум достаточно неплохо подготовлен, хорошее оборудование, снаряжение. Ну, я вам так скажу, что совершенству нет предела, есть куда всегда развиваться. Самое главное – это соблюдение мер техники безопасности. Самое главное – безопасность. А остальное посмотрим, чему их научили в их учебных заведениях. Команда перед вами торс манекена для сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких. Юниоры и молодые профессионалы соревнуются в преодолении полосы препятствий, оказании первой помощи, прохождении лабиринта, по подъему на 8-метровую высоту в опорном пространстве и еще многих разных состязаниях, связанных со спасательной работой. Тренировались очень много, очень было тяжело. Тренировки давались нелегко, были срывы, было психологически очень тяжело, также физически было трудно. Но мы справились, мы подготовились, мы приехали сюда показать свой профессиональный уровень. Из якутской топливно-энергетической компании прибыла делегация из 5 человек. Начальник отдела обучения и развития персонала, специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и 3 сотрудников-спасателей. Для нас, как для работодателей, всегда в приоритете это активная молодежь.
Это молодежь, которая хочется развиваться, изучать новое, двигаться вперед, становиться профессионалом. Наша задача как работодателя поддержать это направление, да? Задача профессионального спасателя быть всегда с холодной головой и принимать правильные решения. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхнеуфлейск. В селе Иенгра Нерюнгринского района состоялась презентация книги победителя международного конкурса кулинарных книг «Гурман-2020» в номинации «Арктика», посвященная 95-летию со дня основания Эвенкийского села. Подробности в следующем сюжете. Кухня народов Севера является частью материальной культуры. Она представляет не только исторический и этнографический интерес, но и имеет практическое значение. К сожалению, с каждым годом эта часть традиций национальной кухни утрачивается. Непростую задачу собрать и обобщить рецепты эвенкийской национальной кухни, обосновать необходимость употребления тех или иных продуктов взяла на себя уникальная женщина Надежда Герасимова. Ну и, конечно, вдохновило то, что меня вот дочь Алена стала подталкивать. Мама, если не ты не расскажешь, то кто нам это все расскажет? Вот вы уйдете, это же такое, мы откуда должны это все находить, с каких источников? Это же вы должны для нас это все сделать. Книга выпущена на эвенкийском, русском и английском языках, благодаря чему ее презентация прошла не только в городах и поселениях республики, но и в Благовещенске, Швеции и Норвегии. В 2020 году на международном конкурсе кулинарных книг «Гурман» книга Надежды Герасимовой «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии» стала победителем в номинации «Арктика». Ее ценность отметили делегаты из 29 стран Арктики, а также основатель премии «Гурман» Эдуард Куантро. В этой книге изложены не только уникальные блюда, да, эвенков этого народа, но и культура народа, его традиции. Но это тоже изложено не настолько, не как, допустим, просто в простых научно-популярных изданиях. В каждой строке чувствуется душа автора, потому что она излагала этот материал, рассказывая о своей семье, рассказывая о своих друзьях, о тех традициях, которые для них характерны. На презентации автор рассказала об истории написания книги и поблагодарила за сотрудничество всех, кто принимал участие в ее создании. С ответным словом благодарности выступили почетные гости. В конце мероприятия состоялась дегустация блюд традиционной кухни эвенков. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом пока вся информация. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.